История нашей столицы богата интересными фактами и событиями, но мало кто о них знает. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» мы посетим необычную экскурсию, которая основана на таком интересном моменте, как иммерсивные спектакли. Что это такое, как это работает, ну а самое главное, какую информацию можно получить на этих экскурсиях, узнаем сегодня. Испытано на себе. Здравствуйте! Сегодня мы приглашаем вас на иммерсивный спектакль по городу Якутску, на котором вы увидите его другими глазами. Вообще идея этих спектаклей появилась в том году. Понятно, что мы сейчас все много путешествуем, да, и в Владивостоке, за границей, в Москве, в Петербурге я видела такие форматы и переживала, что у нас этого нет. Ну, что переживать, да, надо взять и сделать самим. К моменту этой идеи у нас уже были запущены тематические спектакли по тематической экскурсии по городу Якутску. Что это такое? Мы привыкли к обзоркам, достаточно скучным, когда мы на сайт в автобус и 3 часа возят по городу, ты в этом просто сидишь, молчишь и смотришь в окошко. Мы решили сделать по-другому. И в том году мы придумали маршруты по городу и назвали их исторические прогулки. Это были не просто экскурсии, это были такого своего рода викторины, игра со взрослыми горожанами, когда человек попадал в такие предлагаемые обстоятельства. То есть, когда мы делали экскурсию по площади Ленина, мы представляли себя партийными работниками 70-х годов, приходили белый верх, черный низ, там какие-то значки комсомольские, да. Если мы делали экскурсию «Ангелы милосердия» по областной больнице, люди приходили в белых халатах или шапочках, и мы воображали себя врачами советского времени. Если мы играли в тюрьму и ссылку, значит, соответственно, мы какие-то элементы этапного зэковского прошлого Якутии вспоминали. И вот, используя эти уже наработки, что в любой экскурсии должен быть какой-то, называется портфель экскурсовода, но нам всегда баул экскурсовода и тележка экскурсовода, то есть очень много реквизита и участие самих людей. Мы также придумали иммерсивные спектакли. Мы взяли наши тексты, отдали их сценаристам. Сценаристы это были Анна Пшенникова, известный журналист, Андрей Колодезников, блогер, Ираида Попова, драматург якутский, да, и они эти тексты превратили нам в полноценные спектакли на десятки ролей. Стала задача, кто это будет все озвучивать. Актеры театра за это браться не очень хотели, потому что, о гонорарах больших речь не шла, да, славы там вроде как большой тоже не подразумевалось, и поэтому мы поняли, что лучше это будет сделано, на коленке, но качественно, да, и поэтому мы обратились просто к людям всей России и города, да, кто хочет принять участие. И таким образом мы нашли бабушек с дедушками 70 лет, да, и детей 5 лет, как раз, которые нам нужны были по сюжетам. И вот таким образом появилось 5 спектаклей тематических, и мы сегодня с вами побываем на каждом из них. Испытано на себе. Где же мы сейчас с вами находимся? В гостинице «Лена», скажете вы. Это первый каменный отель города. До этого все приезжие должны были идти в гостиницу «Тайга», может быть, кто-то ее помнит, деревянную, находившуюся на улице Орджоникидзе. И вот в 60-х годах появляется гостиница «Лена». И в этой гостинице останавливаются все известные люди, писатели, производственники, ученые, которые приезжают в наш город. Но многие ли гостиницы в других городах попадали в стихи и художественные произведения? Гостинице «Лена» это удалось. Московский поэт с Арбата Николай Глазков, который придумал сам издат, писал так. В гостинице «Лена» тройные рамы. Таких я не видел в Москве никогда. И стало мне ясно, как здесь упрямы и как здесь свирепы порой холода. Человек, попавший сюда летом, любивший Якутию, по тройным рамам смог оценить, что бы его ждало зимой. Видимо, поэтому он зимой не приезжал. А второй раз гостиница «Лена» засветилась в книге английского, даже американского, канадского писателя, точнее, Фарли Моута, который приехал сюда в ноябре, то есть в разгар нашей зимы, и был поражен. Для него Якутия это была страна эскимосов, потому что он жил в Канаде и защищал права эскимосов. И он был поражен, что наши эскимосы выпускают книги и журналы, у наших эскимосов есть библиотеки, они получают высшее образование. И что мы в условиях вечной мерзлоты строим такие здания, каких Канада не строила.
Он был настолько поражен, что спросил жену, как они строят шестиэтажные дома на вечной мерзлоте, они же должны проваливаться. Жена сказала: Фарли, какой ты глупый, ты видишь, сколько у них строительных кранов? Они и проваливаются, они их надстраивают и надстраивают и надстраивают. Именно в этой гостинице Фарли Моут и поселился, прилетев, и его поразило и унитаз, и ванна, и даже вода, которая там была. И об этом он написал в своей книжке «Реальное открытие Сибири». Нас отвезли в гостиницу «Лена», которая предоставила нам роскошные номера, включая спальню, гостиную и ванную комнату, где был не только туалет со смывом, но иногда и проточная вода. Я же ожидал, что окажусь в избе, где, черт возьми, живописные хижины туземцев, и как во имя всего святого этим людям сходит с рук возведение многоэтажных каменных домов на вечной мерзлоте. Это просто невозможно. Испытано на себе. Мы находимся на бывшей окраине города, потому что еще 120 лет назад здесь не было даже никакой площади. Это был такой пустырь, откуда уходила прямая дорога на Марху, селение Скопцов. И сейчас она называется Дзержинского, да, а во дворе бывшего кафе «Волна» стоял дом мэра города, градоначальника Павла Юшманова. На площади Орджоникидзе, конечно, очень много интересных объектов. И это и дом, построенный в 60-е, и один из первых каменных домов, 4-й магазин. А около якоря, наверное, мы можем вспомнить в рамках маршрута «Тюрьма и ссылка» о тех людях, зэках ГУЛАГа, которые прибывали в Якутию и становились практически рабами на золотых рудниках и строили дорогу на костях. И говоря о дороге на костях, мы, как правило, вспоминаем про нулевой километр, точку начала всех дорог в Якутске. Дорога на костях. Появилась она в 30-е годы, когда Сергей Обручев нашел на Колыме золото, много золота, да? И уже в 31-е годы появляется филиал ГУЛАГа, Янско-Колымские лагеря, и Якутск становится тесно связан еще и с этой историей. Ну, вот эта отметка у нас, звезда в круге. 0, 0, 0. Мало кто знает, что эти три здания принадлежат руке одного и того же архитектора. И мало того, что он наш земляк. Будущий главный архитектор БАМа Нариман Суханов родился в Алдане, учился в 9-й школе, да, и, закончивший Московский архитектурный институт, по распределению, а может быть по зову души, вернулся в Якутск. И если кто-то помнит бывшее здание аэровокзала, гостиницу «Лена», автовокзал, да, и вот эти три здания, это все архитектор Нариман Суханов. Здание сдавалось как Верховный Совет, тут же размещалось КГБ, сейчас это здание ФСБ, почта и здание речного пароходства. Вот такая наримановская сторона, да? Более современная часть. Сама Дзержинского, бывшая Мархинская, это застройка в основном хрущевки 60-х годов, начиналась она строиться. Ну и самое Аксакал, да, самое старинное здание на этой площади, это 4-й магазин. Видно сразу, что здание такое винтажное, да, и оно реально сдавалось еще в те времена, когда в городе не было канализации, не было центрального отопления, и в квартирах стояли печи, дрова лежали в подъездах под лестницами, и каждый должен был протопить свою квартиру. Канализации центральной не было, во дворе каменного дома находился септик, то есть люди жили в каменном доме, но вроде как сейчас, как сейчас залоги живут, да.
Испытано на себе. Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Имеет ли отношение Дзержинский к Якутску? Ну, вообще имеет. На самом деле, еще немного, и Дзержинский мог прибыть сюда в ссылку. Но узнав, куда его посылают, он имитировал приступ аппендицита, его оставили в Ильсановском Централе и в Якутск не попал. И тут же он сбежал обратно на запад. Смотри, сын мелкопоместного дворянина становится революционером. Организует социал-демократическую партию Королевства Польши и Литвы. Вместе со своей партией входит в ряды РСДРП. С ноября 1917 года из преследуемого преступника превращается в сотрудника коллегии НКВД. Следующие 5 лет возглавляет Чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюционерами. Сколько их было расстреляно, до сих пор неизвестно. Однако известна любовь Дзержинского к детям. Параллельно с деятельностью КЧК он открывает детские дома, коммуны для беспризорников, потерявших родителей во время гражданской и террора, в том числе и Красного. Как ему вообще удавалось такими противоположными делами заниматься? И дети, и расстрелы. Ну, как он сам говорил, чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Тем не менее, эта улица, если не к самому Дзержинскому, то к делу, которое он построил, имеет прямое отношение. На этой улице располагалась пересыльная тюрьма, дальше шла тюремная больница, и дальше шло уже кладбище на месте японского дома, где хоронили этих безродных преступников. А место было зловещее еще и потому, что напротив находились здания больницы, и в частности большой двор психиатрической лечебницы, который тоже больше напоминал какой-то каземат с толстыми заборами. И если мы говорим о людях нашего города, вот памятник Каюнского недалеко, то как раз в больнице по этой улице он и умирал, и был тайно вывезен уже мертвым, где-то захоронен. Могила его до сих пор неизвестна. Поэтому вся эта улица, она как раз находится на месте тюремного городка, куда мы сейчас с вами и пройдем. Именно здесь располагалось огромное здание тюрьмы пересыльной и тюремный двор. Невдалеке был сад, который разбил последний начальник тюрьмы Сыроватский. Но во времена, о которых мы говорим, территория от улицы Дзержинского до улицы Губина, от здания УФСИН до здания МВД, это был вот тюремный двор, на котором были хозяйственные постройки, прачечная, кухня, где готовилась еда для арестантов. И именно здесь же располагались камеры пересыльной тюрьмы. То есть люди перед тем, как отбыть на этап в далекие улусы, они находились здесь. И именно здесь прошла единственная казнь конца XIX века, которая прогремела не то что в Петербурге, но и в Соединенных Штатах Америки. Это как раз была расправа над ссыльными, которые не хотели отбывать в далекие улусы, взяв по минимуму вещей, и в доме, находившемся на месте Большого театра, устроили вооруженное сопротивление. Времена были суровые, Александра III, и он приказал наказать их всех примерно, чтобы такого больше не повторялось. И именно здесь сколотили виселицы. Люди, прибывшие в ссылку со своими женами, маленькими детьми, сидели в камерах и только по стуку топора могли предполагать, что их ждет. Им не объявили приговор, и только начальник тюрьмы по секрету сообщил, что на утро состоится их казнь. И именно здесь прошло повешение 3 зачинщиков, которые были похоронены и сейчас, кстати, находятся на еврейском кладбище. Здесь повесили монастыревцев. Вот прямо здесь стояли виселицы? 3 человек, Альберта Гаусмана, Николая Зотова и Льва Когана, Бернштейна, по-моему, приговорили к смертной казни. Ни суд, ни администрация не решались объявить им о приговоре. Они ожидали его вместе с женами и детьми прямо в камерах. О казни они узнали от начальника команды, который пришел с ними проститься. Бернштейна вовсе поднесли к виселице на кровати, так как ходить он не мог.
Испытано на себе. Огромный плюс иммерсивных спектаклей – это то самое некое ощущение участия в нем. То есть продолжается звуковое сопровождение, продолжается уникальный какой-то рассказ по ролям. И это действительно затягивает, такое ощущение, что мы находимся, ну вот прям в то время и в том месте. Итак, дорогие друзья, возможно, для вас непонятно, почему вдруг мы стоим в полной тишине. Дело в том, что в наушнике в данный момент происходит спектакль. То есть разыгрываются роли, обсуждения. И на данный момент я слышу некое представление о том, как на фронт провожали бойцов. И, соответственно, очень трогательная история. Все сопровождается хорошим таким звуком и действительно задевает, так, знаете, за живое. Итак, оглянись вокруг. Что ты видишь? Сегодня здесь центр города. Потоки машин, смеющиеся дети, музыка, роллеры. За этим нарядным весельем трудно представить, какой была территория нынешней площади десятилетия назад. Нет, искатель, попробуй замереть. Прислушаться, увидеть то, что скрыто под толщей времени. Поблекли яркие краски одежд, растворился асфальт, не стало каменной набережной. Высотные дома вдруг исчезли, как мираж, а им на смену встали маленькие темные деревянные домишки. Вместо машин улицу запрудили гужевые повозки. Изменились и люди. Теперь здесь не смеющаяся праздная толпа, а несколько тысяч тревожных глаз, гул сдавленных голосов, шепот напутствий, обещание вернуться. Здесь, на городской пристани, для наших земляков начинается дорога на фронт. И вот бронзовые солдаты оживают, бросают последний взгляд на знакомые улицы, в последний раз обнимают близких и начинают чеканить шаг, чтобы снова пройти свой долгий путь к победе. Да что ты, бабуля, вернусь, правда, честная комсомольская. Я без тебя с ума, наверное, сойду. Не сходи, мне не нужна сумасшедшая. Шутишь? Смешно тебе? А мне не до смеха. Нет, любимая моя, не смешно. Я и сам сойду с ума. Вот сейчас прямо, как расстанемся. Нет, не надо. Тебе разумным надо быть. Ты должен самым разумным быть, каждый шаг свой взвешивать. Я уже один свой шаг взвесил. Вот. Что это, кольцо? Ты выйдешь за меня? Слушай мою команду. Грузись на барже! Рене, бука, пожалуйста, идёте до. Хорошо, бабушка, обещаю, прощай. Спички не положила. Да ничего, найду где-нибудь. Да что же это я все не о том? Папа, мы любим тебя. Пожалуйста, вернись. Обязательно. Вернусь. Так ты выйдешь за меня? Да. Испытано на себе. Мы стоим в удивительном месте. Это не улица Чапаева, это улица, на которой располагалась почтовая станция. И поэтому она и называлась почтовой. И если мы вспомним великих людей, связанных с Якутском, то все они ходили ровно по нашим же следам. Можно вспомнить Беринга, Челюскина, братьев Лаптевых, которые открывали наши северные территории, наносили их на карту. Можно вспомнить Николая Рязанова, так спешившего в Петербург сообщить, что Калифорния будет скоро нашей, а Кончита ждет его, что он погиб в пути
так и не вылечившись. Мы можем вспомнить Ивана Гончарова, уже написавшего Обломова и вернувшегося из кругосветного путешествия ровно по этой дороге. Вот почтовая станция находилась где-то здесь. Ну, а вообще сама почтовая улица находилась в Монпарнасе. Якутска, как называли район Залог. Потому что именно здесь селились наши поэты, музыканты, писатели. А неподалеку находится дом Далана Яковлева. А мы находимся около дома Адама Скрябина, который здесь жил и, может быть, даже здесь написал свою знаменитую песню «Гимн счастливого якута» на стихи Сафронова. И, кроме того, создал первый оркестр народных инструментов Якутии, да, и первый хор, исполнявший эту песню. Появилось в Якутии новое сословие – государевы ямщики. Приехали они из других мест с семьями да хозяйством. Обжились на Ленских берегах. Мужчины извозом занимались, а женщины на станциях хозяйничали. Весело бубенцы звонят. Звон колокольчика и бубенцов было слышно издалека. Разносился звук по просторам, и, заслышав его, выбегал люд станционный, чтобы узнать свежие новости, получить почту или поглазеть на тех, кто приехал. Деда, а ты никак ямщиком был? А как же? В Якутск прибывал по почтовой улице. Вот, по этому самому месту она и пролегала. А кого возил? Разный народ. И простого человека возил, и великих, кое имя свое в веках прославили. А ну, представь, как на почтовую станцию сани въезжали. Обратите внимание на эти дома. За счет чего они простояли так долго. И выглядят, как будто построены буквально недавно. Секрет – сибирский дуб, как называют лиственницу. Именно на лиственнице стоит Венеция, стоит и не падает, да, с чего же упадут дома Залога. Лиственницу специально вымачивали, и за счет этого это дерево приобретало прочность камня. Именно поэтому эти дома дошли до нас, и район Залога между Крупской, Чернышевского, Чапалова и Ярославского называется второй охранной зоной. Это то место, которое мы надеемся будет восстановлено, да, и превратится в настоящий исторический центр. Испытано на себе. Сейчас мы находимся у головы профессора Доуэля, как я ее называю. Да? Мало кто знает, чему обязан город и чему обязана Якутия этому человеку. Это Николай Васильевич Черский. Это не тот Черский, в честь которого назван хребет. Да? Это его полный однофамилец, который взял себе псевдоним в честь Яна Черского. И это человек, который создал здесь научный городок. Он принимал участие в основании институтов и руководил Академией наук. Но мы еще не должны забывать, что он сделал открытие мирового уровня именно в Якутии. Он открыл газогидраты. То есть свойство газа находиться в состоянии смешанном с водой и замороженном. И это газовое месторождение и стало первым источником газа для Якутска. А ученики Черского придумали, как построить на нашей вечной мерзлоте газопровод. Вязки с Мельниковым с 50-х годов, десятки лет. Созидатель, ученый. Николай Васильевич строил наш академгородок. При нем появилось здание Академии наук, поликлиника Яфан, жилые дома сотрудников по Ярославского. Открывал институты, занимался и проблемами БАМа, биосферы, писал книги по разработке полезных ископаемых, проблемам нефти и газа. Скончался в 1994 году в Москве. Похоронен в Якутске. Надо же, здесь похоронили. А почему? Так он завещал. Без Якутии себя даже после смерти не мыслил. Папа, а ты надолго уезжаешь? Не знаю, доча. Наверное, когда вернусь, ты уже взрослый станешь. Мыло-то мыло не положила, ах ты, Господи. До 19 века шли ссыльные в ручных железах и ножных кандалах. Иногда на одну цепь сковывали по несколько десятков человек, невзирая на пол и возраст.
Каково вот было идти с такой ношей, а? Попробуйте-ка, ребятушки, пройти в цепях небольшой отрезок. Говори, что у тебя на уме. А то на уме, что мотаешься ты по дорогам северным, словно каторжник, прости господи. Людей сюда за преступления ссылают, а тебя, получается, за заслуги. Укрепляем дом, ребята! Утром 18 февраля десятки революционеров распределили оружие и начали строить баррикады в доме. Итак, искатель, сегодня ты прошел дорогою подвигов. Ты узнал имена тех, кто отдавал свои силы, таланты, а иногда и жизни, чтобы этот город процветал. Ты узнал о людях, согревших жаром своих сердец эту холодную землю. Конечно, их было много, много больше, но недаром я назвал тебя искателем. Ищи, узнавай, и тебе откроются новые имена и факты, ведь история города неисчерпаема. Испытано на себе.